Уроженец Сысольского района, выходец из крестьянской семьи, фронтовик. Вся биография Ивана Павловича Морозова – пример стойкости и трудолюбия. Он вырос в многодетной семье в селе Межадар. После окончания школы ушел на фронт, где получил тяжелое ранение и едва не потерял руку. От боли мучился всю оставшуюся жизнь, но никогда не подавал виду. Когда он приехал домой, сестра рассказывала, что он разрабатывал до такого потом. Холодным потом обливался, когда он пытался с отцом пилить дрова, ведь он именно левую руку брал пилу, чтобы эту руку разрабатывать, чтобы она не высохла у него. Тем не менее, он никогда не обращался за льготами, и вы не найдете ни в одном документе, что он инвалид. После страшной войны нужно было поднимать страну из руин. Целеустремленного и энергичного Морозова заметило руководство Комикрая. Сначала он работал первым секретарем Сысольского райкома ВЛКСМ, а после отправился в Воркуту налаживать работу городского комитета партии. На севере Иван Морозов прожил 10 лет. Под его руководством здесь строились шахты, жилые дома для горняков, детские сады и школы. Не случайно, что горняки, воркутинцы, интинцы, они чтят Морозова как, в общем, своего основоположника. Но это был очень ответственный период, особенно с точки зрения развития, форматирования топливно-энергетического комплекса на севере и не регионального, а уже союзного масштаба. В 1963-м Иван Павлович избирается вторым секретарем Комиобкома КПСС, а через 2 года достигает вершины своей карьеры. Становится первым секретарем областного комитета партии. За 22 года на посту руководителя региона Иван Морозов сможет превратить огромную и неосвоенную республику в крупнейший промышленный центр Европейского севера. Железная дорога на Кослан, Троицко-Печорск и Усинск. Автомобильные дороги на Обячево и Усть-Кулом. Добыча нефти при нем увеличилась в 9 раз. Газа в 19. В Воркуте построена шахта Варгашорская. В Сыктывкаре введен крупнейший лесопромышленный комплекс. Дорогие товарищи, от имени областного комитета партии, Президиума Верховного Совета и Совета министров Коми Республики горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Планы были грандиозные, однако им не суждено было сбыться. В 1985 году страна взяла курс на перестройку, одним из пунктов которой стало кадровое обновление. Морозов не стал дожидаться, когда его попросят уйти, написал заявление сам. Буквально через месяц после отставки Иван Павлович присутствовал на очередном пленуме обкома. Тогда целый ряд коллег-партийцев подвергли его работу несправедливой критике. Мне приходилось по приглашению бывать и на сессиях, и на всевозможных партийных мероприятиях. Я был на этом последнем мероприятии, где многие, которым он вручал высочайшие награды, мягко говоря, вели себя некорректно. Конечно, Иван Павлович переживал за будущее республики, но еще больше о том, что период созидания был назван застоем. Ведь столько было сделано, построено, создано, чего с лихвой хватит нескольким поколениям. На пенсии Иван Павлович собирался писать мемуары, заниматься внуками. Но не довелось. На следующий день после последнего для него пленума Иван Павлович поехал с родными на дачу. Там ему стало плохо, сердце не выдержало, а скорая не успела помочь. Но будущее поколение по достоинству оценили его вклад в развитие республики. Именем Ивана Морозова названы улицы в Сыктывкаре и Инте, школа в селе Межадар, Сыктывкарский медколледж и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. К слову, именно Иван Павлович передал для центра здание обкомовских дач. А в день празднования столетия республики возле дома, где когда-то жил Иван Павлович, открыли его долгожданный памятник. Мы ведь так добивались и хотели, чтобы памятник Ивану Павловичу все-таки был. Сколько сменилось у нас после него руководителей республики, никто не отказывал. И даже когда, обещали почти все.
И даже когда нам не верилось уже, когда вот здесь был вот закладной камень, я тогда сказал, что не дай Господь, если этот камень нам придется на наших старческих горбах уносить отсюда. И вот спасибо Уйбе за то, что вот он сделал все для того, чтобы этот памятник был. Мы ему за это благодарны. Время правления Ивана Морозова стало периодом рассвета для республики. Сегодня в этом уже никто не сомневается. Вся его трудовая деятельность и биография – пример беззаветного служения республике. Он не мог ее бросить, не мог оставить работу. И умер, пробыв на пенсии всего 1 день. Павел Королев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.